В Коми продлен запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий до 15 ноября. Также до этой даты продлен запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов, дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений. Владимир Уйба внес соответствующие изменения в указ главы Коми о введении режима повышенной готовности. Решение о продлении ограничительных мер принято с учетом эпидемиологической обстановки по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Учитывая, что население абсолютно потеряло ощущение опасности, причем не только люди, которые посещают те же магазины, но и персонал, который обслуживает, практически забыл про масочный режим. Следовательно, здесь нам нужно просто начинать уже принимать меры и работу эту снова возобновлять и по соблюдению масочного режима и в транспорте, и в общественных местах. Сейчас в Коми развернуто 1680 коек, 1045 из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ 157. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в конце сентября был дополнительно перепрофилирован коечный фонд. Добавилось 318 мест. По 100 коек в Воркуте и Сыктывкаре, 50 в Усинске, 35 в Ухте, 26 в Печоре и 7 в Инте. Тем не менее, Владимир Уйба на заседании оперативного штаба призывает трезво оценить наличие коечного фонда и нарастить еще. Даже с учетом всех наших дополнительных коек, которые мы открываем и в Коми республиканской клинической больнице, и планируем там еще инфекционной, и в Ухте, тем не менее, все на пределе. Поэтому нужно будет отрабатывать алгоритм ведения легких на дому, с учетом, что нам есть к этому возможности, и Министерство здравоохранения России вывело препарат для лечения специфической терапии фавипиравир в амбулаторных условиях. Но при этом мы с вами понимаем, что вывод и лечение легких на дому – это все равно контакты, это домашние очаги. Особое внимание на оперштабе к осеннему призыву. Всего на призывные комиссии планируется вызвать более 7 тысяч юношей. Перед комиссариатами стоит задача минимизировать риски заражения. Так, уже образованы медицинские посты для проведения барьерного контроля. Граждане с повышенной температурой тела допускаться на комиссию и призывной пункт не будут. Вход будет возможен только в масках и после санитарной обработки рук. Кроме того, усилен будет и контроль за соблюдением масочного режима. В Республике Коми наступает второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. С нашей точки зрения он обоснован тремя основными причинами. Первая причина – это развитие и подъем сезонной заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями. Второе, то, о чем вы сказали, это отсутствие контроля со стороны хозяйствующих субъектов и юридических лиц за соблюдением требований Роспотребнадзора о профилактических мерах коронавирусной инфекции. И третье – это формирование новых детских коллективов в школах и детских дошкольных учреждениях. Как отметил накануне в своем видеообращении глава Коми, у многих жителей Коми болезнь протекает бессимптомно. И это опасно, так как увеличивает риск заражения. Тем более, когда люди не носят маски и не обрабатывают руки. Владимир Уйба призвал жителей республики отнестись к этому со всей ответственностью. Все для того, чтобы в Коми не пришлось вводить ограничения, которые действовали в апреле-мае этого года. До них осталось, цитата, «полшага».